Ну что, здравствуйте, дорогие друзья, мы будем, наверное, начинать. Все потихоньку уже собрались даже. Ну что, еще раз добрый день. Рада вас всех приветствовать. Дорогие гости, участники и, конечно же, наставники. Сегодня у нас торжественный момент, церемония победителей конкурса творческих проектов молодежи «Предпринимательство без границ». Конкурс является частью регионального проекта поддержки молодежи, интеллектуального творчества, предпринимательских навыков «Легион умников». Это победитель конкурса президентских грантов. Кроме того, поддержку проекта оказывает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Конкурс входит в перечень региональных интеллектуальных мероприятий, которые направлены на выявление и поддержку одаренных детей в нашей республике. Конкурс у нас проходит третий раз. Участниками могли стать учащиеся с 12 до 18 лет. Допускались молодые люди как индивидуально, так и входящие в проектные команды. В этом году количество номинаций мы увеличили. Так, небольшая заминочка. В прошлом году было 3 номинации, в этом году номинации следующие. Лучшие товары, первоклассные услуги, лучшая инновационная идея для бизнеса, социально значимая инициатива для Республики Коми, идея бренда территории и лучший персональный бренд. Очная защита бизнес-проектов прошла у нас с утра. Ребята защищались как офлайн, так и онлайн. Онлайн мы прослушали 14 бизнес-проектов. И 9 проектов ребята проходили, так сказать, стационарно. Ну и время подвести итоги. Всего было представлено 70 бизнес-проектов. Количество участников составило 90 человек. Это 32 учебных заведения Республики Коми. Самое большое количество работ было представлено в номинации «Первоклассные услуги». Это 30 проектов. Можно нам, пожалуйста, следующий слайд? Здесь на экране представлена разбивка по другим номинациям. К сожалению, работы, которые были представлены в номинациях «Инновационная идея для бизнеса» и «Лучший персональный бренд», не соответствовали требованиям положения, и поэтому победителей в этих 2 номинациях жюри не выявило. География конкурса также обширна. Работы направлялись со всех уголков нашей республики. География тоже представлена на экране. Ребята очень порадовали своей активностью, креативным подходом к работам. Идеи бизнес-проектов самые разнообразные, некоторые нестандартные, но самое главное, они воплотимы в жизнь. Так что, ребята, можно смело открывать свой бизнес. И сейчас с большим удовольствием для приветственной речи мне бы хотелось пригласить директора Национальной библиотеки Республики Коми Алексея Анатольевича Просужиха. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые педагоги, если есть родители, дорогие уважаемые гости, наши любимые партнеры. Мне поискренне приятно быть сегодня среди вас, присутствовать в этом зале. Вы знаете, это такое вот достаточно непростое для нас время. Мы действительно долго сомневались, проводить в этом году этот конкурс, не проводить в этом году этот конкурс, да, потому что стояли вопросы, как организовать защиту, все ли будут пользоваться равным преимуществом, кто-то очно, кто-то дистанционно, очно легче может быть кому-то дистанционно. Но, тем не менее, проговорив с экспертами, приняли решение провести защиту в 2 форматах. Кто изъявил желание присутствовать очно, проводили и очно, кто планировал присоединиться к нам по интернет-каналам в онлайн-режиме, те проводили в онлайн-режиме. Меня радует то, что на протяжении последних 3 лет, пока проводится этот конкурс, количество работ неуклонно растет.
улучшается и качество этих работ, глубина познания, тематика. Это говорит о том, что вы действительно смотрите на тренды, видите глобальные изменения, которые происходят в мире, вы готовитесь стать взрослыми, готовитесь вступить в взрослую жизнь, при этом абсолютно четко понимаете условия, критерии жизни, критерии существования бизнеса. Я хотел бы, кроме вас, дорогие ребята, поблагодарить наших партнеров, без которых также бы это мероприятие не состоялось. Они все сегодня выступят, они все, наверное, скажут какие-то добрые слова в ваш адрес. Да, в первую очередь, это, конечно же, нашего учредителя Министерства культуры Республики Коми, министра Емельянова Сергея Викторовича, потому что с их стороны мы всегда чувствуем поддержку в таких вопросах, в таких начинаниях. Конечно, без большой работы Министерства образования, науки и высшей школы не состоялось бы этого мероприятия, потому что они главный наш проводник идей, они тот орган, который довел эту информацию до школ, довел до педагогов, до директоров учреждений, а те, в соответственно, в очередь довели эту информацию до вас, иначе бы этого мероприятия не состоялось. Спасибо им за это самое огромное, всегда они откликаются, всегда идут нам навстречу. Ну и, конечно, не могу не сказать слова благодарности моему бизнесу и лично Сергею Жеребцову за то, что принял нас сегодня здесь, в этом зале, так как зал библиотеки находится на капитальном ремонте, мы бы с радостью приняли, и в следующем году обязательно примем вас у себя. Вот, а в этом году мы принимаем вас здесь. Здесь концентрация предпринимательства. Это организация, которая сегодня оказывает всестороннюю поддержку. Здесь собраны все институты поддержки бизнеса в Республике Коми. Вот. Ну и слова благодарности нашим партнерам, которые помогли сформировать для вас призовой фонд. Это компания «Лавина» и Филиппов Вадим, и компания ВТБ, Выченко Андрей. Огромное вам спасибо, коллеги, что откликнулись. Я думаю, что у нас все получилось. Всем успехов и потихонечку, наверное, начнем переходить к самой важной церемонии. Сейчас еще пару официальных речей. Все. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Алексей Анатольевич. Ну и, конечно же, с приветственным адресом хотелось бы пригласить заместителя министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максима Алексеевича Гарлова. Добрый день, дорогие друзья. Ну, адрес придет, наверное, позже. Лично лучше поздравлю вас. Я тоже не первый год являюсь участником торжественной церемонии и вручения молодежных патентов и предпринимательства без границ. И действительно, Министерство образования проводник до каждой школы, до каждого педагога, которому это интересна эта тема предпринимательства. Ну и благодаря вашим педагогам, в первую очередь, я все-таки говорю, что это роль громадных педагогов, которые вас замотивировали участвовать. Но, наверное, поспорю с Алексеем Анатольевичем, что, может быть, мой бизнес должен стать традиционной площадкой для подведения итогов предпринимательства, потому что действительно инфраструктура, которую создали здесь, она позволяет вам, даже, может быть, сегодня, Сергей Владимирович, наверное, уже экскурсию провел, вот, вам, может быть, свои идеи воплотить уже в какой-то конкретный проект, тем более, что денег у них много на развитие бизнеса, показатели у них тоже должны выполняться по молодежному предпринимательству, поэтому я думаю, что вы будете обоюдополезны. Желаю вам успехов. Вторая четверть совсем чуть-чуть осталось. Уверен, что мы с вами ее пройдем в офлайн режиме, что действительно уже дистант многим, наверное, надоел. Вот, уверен в этом. Поэтому хочу, чтобы вы все учились очно, чтобы педагоги видели ваши глаза замечательные, чтобы действительно связь учителя и ученика была в офлайн режиме. Поэтому поздравляю победителей, благодарю спонсоров, благодарю партнеров, но и мы всегда готовы выступать таким проводником, доносить информацию до каждой школы, но если будут какая-то потребность внесения изменений, в том числе и в образовательные программы, потому что есть и экономическая грамотность, где-то в каких-то школах есть и развитие малого бизнеса, программы, там, факультативы, мы тоже готовы слышать от вас эти предложения, готовы их транслировать и внедрять. Поэтому успехов! Спасибо, Максим Алексеевич. Дорогие друзья, проявить себя, разработать оригинальный бизнес-проект, все это наши участники, конечно же, смогли. Но конкурс есть конкурс, и всегда приходится выбирать из лучших, самых лучших. Поэтому мы переходим к церемонии награждения победителей. Начнем мы с номинации «Первоклассные услуги».
И здесь для награждения дипломами и с приветственным словом мне бы хотелось пригласить директора Центра «Мой бизнес» Сергея Владимировича Жеребцова. Всем добрый день. Я коротко. Дорогие ребята, мы действительно много работаем с теми, кто ведет бизнес, и с теми, кто только хочет его начать. У вас в головах зреют бизнес-идеи, и из года в год, когда вам настанет 18 лет, вы сможете регистрировать свой бизнес, становиться индивидуальным предпринимателем, а кто-то может быть раньше. С разрешения родителей вы можете с 16 лет стать индивидуальным предпринимателем. Мы готовы вам помогать, писать вам бизнес-планы, обучать вас, все это бесплатно для вас, помогать в развитии бизнеса, давать вам хороших наставников, которые много лет успешно ведут бизнес, которые будут вам подсказывать, как это делать, чтобы вы не совершили самые простые ошибки на начальном этапе. Поэтому после того, как мы здесь все вручим, все проведем, может быть, кто-то все-таки к нам придет уже потом в индивидуальном режиме обговаривать и обдумывать свои бизнес-идеи. Поэтому мы всех зовем. Максим Алексеевич правильно сказал, у нас хорошие возможности, чтобы вам помогать. Ну, все. Давайте я буду объявлять, а вы включайте. Итак, диплом третьей степени в номинации «Первоклассные услуги». Мы награждаем Кузьмич Ксению с проектом «Суперняня». Девочка из Усть-Вымского района, поэтому приз обязательно дойдет до адресата. Похлопаем обязательно, потому что ребята смотрят нас онлайн. Второе место, также онлайн-проект, скажем так, Витошкин Андрей, терпеливый учитель, тоже аплодисменты. Ну и дипломом первой степени хотелось бы наградить учащегося города Сыктывкара Шуликовского Кирилла. Название проекта «Онлайн-школа маркетинга». Кирилл, поздравляем! Спасибо, Кирилл. Диплом и маленький подарок от нас, от всех. Настолько же умный подарок, как и ты. Держи. И спасибо. Еще один поощрительный приз хотелось бы наградить за очень интересный проект, туристский марафон «Бегущий экскурсовод». Это командная работа учащихся из города Сыктывкара. Бокуев Александр, Кутькина Юлия, Валентина, Ирина, Константин, Иван. Если кто-то здесь есть, пожалуйста. Вас как раз много, как раз для того, чтобы играть вместе в эту игру и тренироваться, зарабатывать деньги уже сейчас. Поздравляем! Спасибо, Сергей Владимирович. Ну что, одну номинацию мы с вами рассмотрели, переходим к следующей. Номинация «Лучшие товары». И здесь с приветственным словом и для награждения с дипломами я приглашаю председателя Совета директоров группы компаний Межрегиональной корпорации безопасности «Лавина» Филиппова Вадима Николаевича. Всем добрый день. Я как действующий предприниматель и будущий предприниматель хотел бы сказать пару слов вам, ребята. Кто такой предприниматель для меня? Да? Это человек, мягко говоря, двигатель прогресса. Да? То есть улучшая качество услуги, улучшая качество продукта какого-то, сам он развивается на этом пути и приносит, и в принципе улучшает нашу с вами жизнь. Это очень важно, особенно в наше время. В наше время очень многие молодые люди, ну, наверное, вот в наше время все хотели быть предпринимателями, в 90-е, да? Потом пошел какой-то отток, и появились желающие в основном работать в монополиях, в силовых каких-то структурах, контролирующих органах. Ну и как бы там, конечно, огромные плюсы, социальные пакеты, зарплаты высокие, гарантированные причем. Я сам начал работать в «Газпроме», как бы, да, и как бы есть с чем сравнить. Вот ситуация очень разная, да. Хороший соцпакет и высокая зарплата очень важно. Но в «Газпроме» я вот видел, на самом деле, результат своего труда. Газ как идет по трубе, так он идет. Лопаты его там никто не подкидывает. Только вот другая ситуация. У предпринимателей все совсем по-другому. Никакой зарплаты вам никто не гарантирует. Все зависит только от вас самих, от ваших амбиций, знаний, умений, энергии прежде всего, да. И вот так вот для себя подумал, в чем разница все-таки, да.
«Газпром» — это вот конкуренция, направленная вовнутрь коллектива, да? Ну и таких подобных. То есть там все борются за места. И вот такая атмосфера совсем не дружная, я вам скажу. В атмосфере предпринимателя совсем другая ситуация. Там вы создаете коллектив, набираете людей, схожими по духу, и там совершенно другая атмосфера. Если вы при этом еще достигаете каких-то успехов, ну, это дорого стоит. Так что успехов вам, за вами будущее. Итак, дипломом третьей степени в номинации «Лучшие товары» награждается проект крафт-студии «Эстетика». Ева, Рада, просим вас на сцену. Поздравляем! Второе место в номинации «Лучшие товары» вручается Жилину Алексею с проектом «Мастерская народного творчества» в городе Емва. Фото на память. Поздравляем, Алексей. Первое место занимает у нас проект «Любимое хобби» выращивание рассады. Девочка защищалась онлайн, это Троицко-Печорский район, поэтому подарок обязательно дойдет. Но есть у нас еще поощрительный приз Василисе Скрыганюк «Открытие перепелиной фермы», Усть-Куломский район. Спасибо. Вадим Николаевич, вам тоже огромное спасибо. Для награждения дипломами в номинации «Лучшая социально значимая инициатива для Республики Коми» с приветственным словом приглашаю управляющего региональным операционным офисом ПАО «Банк ВТБ» Бойченко Андрея Владимировича. Уважаемые друзья, дорогие коллеги, замечательные слова сказаны сегодня в ваш адрес. Я присоединяюсь к ним. От себя хочется сказать, что, как у нас говорят, в нашей стране нет предела совершенства, а в англоязычных странах говорят «sky is the limit». Поэтому вам всевозможных успехов, всяческого движения вперед. Вы большие молодцы и умницы. Ну и мы тоже не с пустыми руками. Большие подарки от нас. Дипломом третьей степени награждается проект «Командная работа», проект Сыктыв-Кытшов, город Сыктывкар, дом дружбы, творчества. Нету, да? Есть представитель, да, поздравляем. Так, ну и второе место. Онлайн-защита, волонтерское движение «Ветер перемен». Приз обязательно дойдет до адресата. И первое место тоже была онлайн-защита, проект «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь». Так что, Андрей Владимирович, спасибо вам большое. И завершаем награждение номинации «Лучшая идея бренда территории». И здесь для вручения дипломов мы приглашаем директора Национальной библиотеки Республики Коми Алексея Анатольевича Просужих. Все уже заждались. Я-то буду окликать. Итак, дипломы третьей степени в номинации «Лучшая идея бренда территории» проект «Этномыло. Мыло в Коми», город Сыктывкар. Матюшенкова Ирина. Поздравляем. Второе место. Усть-Куломский район, Сапропель, Чудо озера Донты, Медведева Арина. Онлайн, да. Угу. Так, и Адамова Алина, Чоскот Пряник, город Сыктывкар. Первое место, поздравляем. Спасибо, Алексей Анатольевич. Ну что,
Участников мы наградили, но также хочется сказать особые слова благодарности нашим наставникам. Ведь успехи ребят – это заслуга в том числе и педагогов, первых помощников, детей-энтузиастов, которые, конечно же, направили по верному пути. Дорогие педагоги, хотели бы отметить вашу работу сертификатами, поэтому я приглашаю на сцену Мазанову Ольгу, Югову Эльвиру, Скрыганюк Нину, Белову Елену, Гантман Елену, Сидорову Веру и Андрееву Елену. Благодарим вас за таких умных детей. Коллективную фотографию. Спасибо, дорогие наставники. Конечно же, хочется поблагодарить всех, кто присутствовал как на очной защите, так и защищался онлайн. Хочу напомнить, что сертификаты участникам, конечно же, дипломы, ценные призы будут лично вручены, а сертификаты участникам и педагогам-наставникам мы отправим по электронной почте. Мы прощаемся только на год, потому что в следующем году ждем опять множество ваших нестандартных, интересных бизнес-проектов. А вам, дорогие друзья, ребята, желаем не останавливаться на достигнутом, развиваться, расти, потому что вы сами знаете, что вы способные, умные и добьетесь все, о чем мечтаете. Вот так вот быстро, скромно, но с толком, с расстановкой мы поздравили всех наших победителей. Спасибо вам, дорогие друзья. И сейчас все-таки попрошу вас остаться для коллективной фотографии. Спасибо. Для коллективной фотографии приглашаю всех на сцену.